Здравствуйте, это информационный выпуск. Сегодня в студии Георгий Плиев. Смотрите в выпуске. Мы добьемся признания геноцида южных осетин международным сообществом, заявил президент республики. В память жертв геноцида осетинского народа сегодня объявлена общенациональная минута молчания. На дороге Ерцол-Синагур протяженностью в 10 километров до конца года произведут капитальный ремонт. В День памяти жертв геноцида, учиненного меньшевистской Грузией в 1920 году против южных осетин, здесь, в Южной Осетии, еще раз заявлено о необходимости добиться признания этих событий международным сообществом. Пусть и по сегодняшний день в Грузии предпринимают любые мыслимые и немыслимые попытки скрыть, перекроить, переиначить историческую правду. Нам, собственно, не привыкать, не обращая внимания на подвохи и злопыхательства, добиваться своего. И справедливость историческая рано или поздно восторжествует в полной мере со всеми сопутствующими. Сегодня, 20 июня, в День памяти жертв геноцида в Южной Осетии, по непреложной традиции возложили цветы к мемориалу на Згудерском кладбище, где покоятся 13 коммунаров, расстрелянных меньшевистским правительством Грузии в 1920 году. История расстрела 13 коммунаров – еще один жестокий эпизод геноцида осетинского народа со стороны Грузии. В 1920 году, 20 июня, участников движения за независимость Южной Осетии грузинские каратели содержали в подвале дома в старой части города. В 3 часа ночи 20 июня их вывели на расстрел к востоку от Схинвала. Пережитые в 1920 году и в последующие годы трагедии не сломили народ Южной Осетии. Мы стойко перенесли невзгоды, одержали победу, возродив аланскую государственность спустя более 700 лет при всемирной поддержке стратегического союзника и друга Российской Федерации, отметил в своем выступлении в 104-ю годовщину геноцида осетин президент республики Алан Гагоев. Жертвами этого геноцида, подготовленного и осуществленного по указанию и под непосредственным руководством официальных грузинских властей, стали десятки тысяч осетин, большая часть которых – дети, женщины, старики. От рук грузинских карателей погибла третья часть осетинского населения Южной Осетии. Это было целенаправленное и планомерное уничтожение целого народа на своей родной земле, исключительно по этническому признаку. Невинных людей убивали только за то, что они были осетинами. Выжившие осетины по плану, разработанному грузинским правительством, были депортированы, а Южная Осетия полностью разграблена. Между тем, в Южной Осетии ни у кого и никогда не было иллюзий в оценке тех трагических событий. Осетинский народ всегда помнил, помнит и никогда не забудет, что в стремлении уничтожить осетин грузинские общественные и политические деятели и в 1920 году, и в последующем всегда проявляли редкое единодушие, вне зависимости от политических убеждений и партийной принадлежности. По сей день грузинские власти не только отказываются признать вину страны за геноцид осетин, но и прилагают громадные усилия, чтобы не допустить распространения в мире правды о преступлениях против человечности, совершенных в Грузии в ходе трагических событий 1920 года. Сегодня Республика Южная Осетия с уверенностью смотрит в будущее, но времени невозможно притупить историческую боль в сердце народа. Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы как можно больше людей в мире узнали правду о трагических событиях 1920 года, чтобы добиться признания осуществленных в Грузии против южных осетин геноцидальных событий международным сообществом, заявил президент Южной Осетии.
Анжела Кукоева, Альдина Чехоева, Сармат Кузитаев, Вера Цхавребова. Информационный выпуск сегодня. Общенациональную минуту молчания объявили сегодня в Южной Осетии в 13 часов в память жертв геноцида осетинского народа 1920 года. В республике на минуту остановилось движение транспорта. После в храмах города под звон колоколов прошли поминальные богослужения. К общенациональной минуте памяти присоединился президент Алан Гаглоев. А теперь посмотрим заключительный авторский сюжет Оксаны Джоевой с историческим экскурсом в тяжелейшие для южных осетин годы третьего десятилетия минувшего века. Генеральное наступление грузинских карателей на Осетию началось 12 июня 1920 года. Уже к 20 июня ими уничтожено осетинское политическое руководство. Кровавая карательная операция грузинской регулярной армии привела к гибели тысяч мирных жителей, как от рук грузинских военных, так и от голода, холода и болезней при переходе через перевалы Большого Кавказа на север Осетии. Около 50 тысяч людей потеряли свои дома и имущество, вынужденно покидая Южную Осетию. О масштабах геноцида свидетельствуют документальные материалы специальной комиссии, в которую входили и грузинские представители. Всего грузинскими карательными войсками было убито 5279 человек. Из них 1375 женщины и 1844 дети. Каждый третий убитый был ребенком. В общем исчислении истреблено 20% осетинского населения Южной Осетии. Геноцидная политика, как такой механизм Грузии, он проявлялся весь 19 век. Здесь больше, чем достаточно фактов. Но в 2020 году, когда Грузия осталась 1 на 1, как бы более или менее вот в таком виде, то все замыслы и, собственно говоря, так сказать, политическая суть по отношению к Осетии проявилась по полной программе. В 1938 году Южной Осетии была навязана отличная от Северной Осетии письменность на основе грузинской графики. В 1944 году в Южной Осетии закрылись осетинские школы, а в 1951 году переведено на грузинский язык делопроизводство. Таким образом, впервые грузинским властям удалось осуществить разделение единого народа по образовательному культурному признаку. Тогда это проявлялось в каком-то другой форме. Тот же алфавит вспомним, это тоже геноцидная экономика, ну, много чего. И поэтому я считаю, конечно, через геноцид прошло огромное количество народов в мире. Да, мы знаем, вот сейчас идут процессы признания армянского геноцида, геноцида армянского народа и так далее. То есть здесь проблем много. Но вот по протяженности и по, так сказать, количеству вот этих арсенальных механизмов воздействия геноцидного типа, пожалуй, Грузию никто не превзошел. Эта политика продолжалась вплоть до 1990 года, выхода Южной Осетии из состава Грузии и образования независимого государства. Спустя 70 лет после геноцида 1920 года история повторилась вновь. После распада Советского Союза народ Южной Осетии не пожелал жить в одном государстве со своими вчерашними палачами и определил свое будущее в единстве с Россией вместе со своими братьями на севере Осетии. В 1989 году грузинские неонацисты, как и их праотцы, в 1920 году потребовали покориться их воле. В противном случае обещали вымести осетин как мусор с грузинской земли, но их планам не суждено было сбыться. Оксана Джоева, Зарима Арсоева, ГТРК ИР. Информационный выпуск сегодня. Пожар в многоквартирном доме на проспекте Алана Джоева унес жизнь одного из жильцов. Огонь охватил всю квартиру. Интенсивность его распространения угрожала безопасности других жильцов. Но пожарным МЧС удалось не допустить усугубления ситуации. В материале Зарины Кочевой подробнее.
Сегодня в результате пожара в многоэтажном доме в Цхинвале погиб мужчина. Звонок в дежурную часть МЧС поступил около 11 часов. Пожарные расчеты сразу же выехали на место происшествия. В 10:56 в центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о пожаре по адресу улица Ленина, 126. На место происшествия были направлены силы и средства пожарно-спасательных частей МЧС ЮО. На место прибыли представители силовых структур республики. Здесь также находился президент Алан Гаглоев. По информации чрезвычайного ведомства, огонь вспыхнул в квартире на 4-м этаже на проспекте Алана Джиоева. За считанные секунды пожар охватил всю квартиру. 4 пожарных расчета были задействованы в ликвидации пожара. В ходе тушения пожара был обнаружен человек без признаков жизни. На локализацию пожара ушло где-то часа. Спасти мужчину, который находился в квартире, не удалось. Также в результате пожара пострадал 27-летний житель столицы, который пытался оказать помощь до приезда пожарных. Он находится в реанимации под наблюдением врачей. Медики оценивают его состояние как стабильное. Пациенту было проведено полное обследование. В настоящее время угрозы для жизни нет, сказали в реанимации. Агунда Губозова, Зарина Кочева, Вера Цхавребова. Информационный выпуск сегодня. Дорогу Ерцо-Синагур протяженностью в 10 километров полностью приведут в порядок до конца этого года. Подробнее в следующем репортаже. В этом году дорожники республики отремонтируют 10 километров автодороги Ерцо-Синагур. Работы начались в апреле этого года. На объекте в настоящее время предусмотрено снятие верхнего слоя дорожного покрытия, далее расширение полотна. بتونی کست درج شده تکنیکا گریدر نمیز اسکاواتور تنمیز کاموس تنمیز شوخ نیشم ایستم رویش شفقه نقابین هتم بایدان شد. Здесь завершено строительство искусственных сооружений, подпорных стен и мостов. Всего на протяжении трассы 4 мостовых перехода. Из них 3 завершены полностью, еще одни на завершающей стадии. Также предусмотрена прокладка 20 железобетонных труб для оттока водных масс. На дороге частично уложен асфальт. Из 15 километров уже заасфальтировано 10 километров. По проекту изначально предполагалось покрыть асфальтом 5 километров трассы из 20. Однако позже принято решение выделить средства на асфальтирование трассы полностью. После укладки асфальта приступят к обустройству других технических параметров. Парапеты, знаки и дорожная разметка. Объект в эксплуатацию сдадут в конце текущего года, что во многом облегчит условия жизни сельчан. Эльвира Тибилова, Регина Черткоева, Арсен Гасев. Информационный выпуск сегодня. В Южной Осетии сегодня открыли представительство Российского исторического общества. Алена Утаева подробнее. В Юго-Осетинском государственном университете состоялось учредительное заседание представительства Российского исторического общества. Участники заседания почтили минутой молчания память жертв геноцида осетинского народа. От имени руководства республики к участникам обратился зампредседателя правительства Алан Джиоев, отметив при этом важность проведения подобных мероприятий и подчеркнул, что создание представительства Российского исторического общества крайне необходимо. И все мы, разделяя общую систему ценностей, частью этого общества. Новые форматы взаимодействия в рамках деятельности Российского исторического общества могут дать, как мне представляется, хороший импульс нашим взаимоотношениям, а через взаимодополнение, взаимообогащение, взаимный обмен сильный энергетический эффект. И здесь вот я хотел бы подчеркнуть, по моему мнению, это является просто абсолютной максимой. Я абсолютно уверен в том, что мультикультурное общество и мультикультурализм, как политика, направленная на сохранение и развитие этого мультикультурного общества, является обязательным условием сохранения человечества в целом. Я хотел бы отметить, что Российское историческое общество одно из немногих в России
обществ, которые активно занимаются сохранением исторической памяти и являются одними из движков общественной дипломатии. И мне хочется верить, что сегодняшнее событие станет в новейшей истории, в том числе знаковым событием для развития отношений наших двух государств. Председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор Фонда «История Отечества» Руслан Гаккуев поблагодарил организаторов заседания за проделанную работу. Российское историческое общество – это научная общественная организация, основанная в 2012 году с главной целью объединения усилий государственных деятелей, ученых и просто любителей истории. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, очень рад принять участие в заседании инициативной группы по созданию представительства Российского исторического общества в Республике Южная Осетия. В нашей деятельности мы руководствуемся рядом задач, важнейшими из которых является формирование общероссийской исторической культуры, борьба с фальсификацией истории, защита исторической правды, основные направления нашей деятельности. Ежегодно проходит общее собрание Российского исторического общества, на котором определяются приоритетные темы. В конце заседания состоялось голосование. Председателем представительства Российского исторического общества был избран Вадим Тедеев, а заместителем Гиви Гатикоев. Алена Алтаева, Заур Устаев, Зарема Арсоева. Информационный выпуск сегодня. Анисиму Дзатьята, выдающемуся деятелю национальной культуры, исполнилось по 90 лет. В сюжете Яны Плиевой основные вехи жизни и профессиональной деятельности народного артиста Южной Осетии. Сегодня народному артисту Республики Южная Осетия Анисиму Антоновичу Дзатьяте исполнилось бы 90 лет. Выдающийся музыкант ушел из жизни в 2021 году. Многолетний труд Анисима Дзатьяте связан с развитием народно-певческого и профессионального хорового искусства. Еще в ранние годы Анисим убедился в том, что музыка станет подавляющей частью его жизни. Уже потом им принято решение обучиться хоровому дирижированию. Новый импульс фольклорное движение в Южной Осетии получила благодаря созданию Анисимом Дзатьяте детско-юношеского хорового коллектива. Музыкант осознавал огромный художественный и культурный потенциал, видел перспективы его нравственно-эстетического воздействия на подрастающее поколение. В 2006 году в Схинвале при поддержке руководства республики создан государственный хор мальчиков при президенте Республики Южная Осетия. Я всегда об этом говорю и не перестану это говорить, является уникальным составом коллектива, потому что в мире нигде такого нет, чтобы организация существовала при президенте. Это в первую очередь, конечно же, заслуга Анисима Антоновича. Хор был детский, хор мальчиков, я думаю, вы помните. Далее этот состав уже выросли, и автоматически получилось, что набрал заново детей, а вот эти мальчики уже стали взрослыми. И у нас теперь два коллектива благодаря Анисиму Антоновичу. То есть есть и хор мальчиков, есть и основной состав нашего хора. Несмотря на бытовые и организационные сложности, руководитель хора делал все для развития и творческого роста коллектива. Более того, музыкант был уверен в высоком предназначении хорового искусства. Существующий ныне коллектив является одним из могучих средств пропаганды песенного фольклора. В репертуаре хора есть остинские, русские, абхазские народные песни, сочинения современных остинских композиторов и песни самого Дзатьяте. Он очень много сделал для хорового искусства, есть у него и свои произведения, очень много обработок на народную музыку, на стихи других авторов. Сегодняшний состав хора это на 99% заслуга Анисима Антоновича, это все его воспитанники, его детище. И точно так же и наш репертуар на где-то 80% состоит из его обработок и из его личных сочинений. Хор с большим успехом выступает здесь, на родине, в Северной Осетии, в Абхазии, получая горячий слушательский прием. Яна Плиева, Рауль Кочев. Информационный выпуск сегодня. Прогноз погоды на завтра.
В республике переменная облачность, возможны дожди. В Знаурском районе днем плюс 22, ночью плюс 17. В Завском районе днем плюс 22, ночью плюс 14. В Квайсе днем плюс 18, ночью плюс 12. В Лениногорском районе днем плюс 23, ночью плюс 17. В Цхинвале днем плюс 23, ночью плюс 15. Это все на сегодня. Всего доброго. До свидания.